Далее на канале Якутия-24 мы подведем информационные итоги дня сегодняшнего, пятницы, 23 сентября. В студии Иван Лазаренко, и вот о чем расскажем в этом выпуске. В столице республики прошел митинг в поддержку жителей Донбасса и военнослужащих России, участвующих в военной спецоперации на Украине. В Алдане состоялась первая отправка по частичной мобилизации. Минвостокразвитие сообщило, какие пункты будет содержать законопроект о северном завозе. Субъекты среднего и малого бизнеса объединились в рамках форума предпринимателей. Во Владивостоке стартовал гастрономический фестиваль еды от Арктики до Дальнего Востока. Глава республики Найсан Николаев обсудил вопросы развития северных территорий. В минувшие часы прошло совместное заседание с председателем профильного комитета Совета Федерации Федерального собрания. Так, по словам главы республики, сегодня регион нуждается в поддержке федерального центра в ряде проблем, в том числе неразвитие транспортной инфраструктуры. Это слабая развитость автомобильных дорог, строительство Ленского моста, строительство межрегиональных дорог и железнодорожного сообщения Нижний Бестях-Магадан. Решение этих вопросов зависит в том числе и от поддержки Верхней палаты высшего нашего законодательного органа страны, Федерального собрания, от Сената Российской Федерации, Совета Федерации. И уверен, что проходив те дни республики, которые пройдут в Совете Федерации в середине декабря, позволят нам еще раз закрепить такие стратегические моменты развития транспортной инфраструктуры нашей республики в том числе. Сегодня в Якутии началось голосование на референдумах Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Все участки референдума в городе Якутске, Нерюнгри и Мирном, образованные на территории Якутии, готовы для проведения голосования. Помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования, переносными ширмами. Участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве всем для работы. Бюллетени доставлены. С 23 по 26 сентября голосование проводится вне помещения с помощью выездной бригады. 27 сентября в помещениях для голосования. Приехала из Донецка. Рада, что участвую в референдуме, потому что с 2014 года, с 16-го уже, даже когда мы первый раз референдум голосовали, проводили, очереди были очень большие, настоящие, люди радовались по несколько километров. Прекрасно, наконец-то дончане и все ДНР будет знать, что он с Россией, а не только сердце «я люблю Россию» на площади у нас. Все уже давно россияне. Вот этот выбор на людей мы должны поддержать. Во-первых, они в нас поверили в Россию. А я горд, что наш лидер, президент, всегда держит свое слово. И все заметили, что если он сказал, это не просто так. Я уверен, что и весь украинский народ, в конце концов, будет, как раньше, дружественным нам народом. А те, которых мы уже освободили, мы обязаны по их просьбе принять в состав. Вот наше дело правое, и победа будет за нами. Всего же на территории республики будет работать 8 участков. 4 из них находятся на территории Нерюнгринского района. Первые участники голосования уже изъявили свою позицию. Подробности в сюжете далее. Около 1000 человек, когда-то прибывших из Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей в Нерюнгри, изъявили желание принять участие в референдуме. В основном это работники угледобывающих компаний. Поэтому выездная комиссия с утра 23 сентября прибыла прямо на шахту Денисовская. Мы прямо сейчас вышли из шахты. Сейчас приезжаем на шахту, приводим себя в порядок. У нас на шахте организован избирательный участок. И сразу идем на голосование. Владимир Майструк приехал на работу в компанию «Колмар» в прошлом году из Луганска. Его семья осталась в Волгоградской области. Сегодня ему предстоит сделать выбор, от которого зависит судьба родной республики. Это очень важное решение, которое давно пора было принять, так как такие обстоятельства, всему свое время. Люди готовы проголосовать. Нас заранее оповестили, что 23-го начинается, и желающие, у нас в основном все желающие проголосовать
за или против. Ну, в основном все за. Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия оказывает всестороннюю помощь и содействие в проведении референдума. Участникам предстоит ответить на один единственный вопрос. Согласны ли вы на вхождение республики или области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации? Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Тем временем в России утвердили постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Отмечается, что мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Договоры будут приостановлены, но не расторгнуты. Для этого в особенности правового регулирования трудовых отношений на 2022-2023 годы внесены соответствующие изменения. С сегодняшнего дня запущена горячая линия 112 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Получить информацию можно не только по телефону горячей линии 112, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Между тем, сегодня в Алдане состоялась первая отправка по частичной мобилизации. Накануне 26 граждан запаса получили повестки с требованием прибыть в военкомат к месту отправки. Вместе с родными, близкими и друзьями мобилизованных провожал мой коллега Руслан Павлов. Площадка Алданского военкомата уже давно не видела столько народу. Провожать и поддержать первых мобилизованных пришли родные, близкие, друзья и просто алданцы. Для матерей, жен, сестер и детей 26 алданских мужиков минуты превратились в вечность. И вот команда на построение, но оторваться от прощальных объятий невозможно. Внимание, подходим к месту построения. Слезы расставания и гордости за своих дорогого стоят. Ребята поехали защищать рубежи отчизны, а все мы, кто остается на гражданке, должны поддержать мобилизованных, их семьи и веру в нашу победу над коллективным Западом. Поэтому слова напутствия звучат сквозь напряжение и дрожь переживаний. Желаем вам вернуться здоровыми. Слушайтесь командиров. Это правильно будет. Не лезьте куда не надо. Подготовьтесь хорошенько, друзья. Без бравады, но с геройством. Постарайтесь попасть в одну часть. Чтобы у нас была возможность вам помочь. Хочу вам сказать только одно. Вернитесь все живыми. Внимательно слушайте командиров. Делайте то, что вам говорят. Выполняйте поставленные задачи. Ну и самое главное, не посрамите наш район. Мы за вас здесь будем молиться и благословлять, держать руки, кулаки, верю, что все будет нормально. Победите чуму эту фашистскую, покажете, что русский солдат всегда умеет воевать. Мы за вас молимся, ждем и будем встречать вас победителями и героями. Служите, берегите себя, выполняйте все воинские приказы, но и с честью несите знамя Золотого Алдана. Добрый путь! И ждем вас. Мы с вами, с вашими семьями, родными, родителями будем держать связь. И всегда, когда понадобится наша помощь, мы готовы прийти. Добрый путь, храни вас Господь и возвращайтесь живыми. Добрый путь. Честь имею. Спасибо. Первая партия мобилизованных алданцев состоит только из тех, кто находился в запасе, и прежде всего тех, кто уже прошел службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. После распределения ребята несколько месяцев будут проходить подготовку и вспоминать навыки, которые, возможно, им не понадобятся. Руслан Павлов, Александр Лукин. В столице республики на Комсомольской площади более 5000 человек вышли на митинг в поддержку жителей ЛНР, ДНР и военнослужащих России, участвующих в военной операции на Украине. На митинг вышли представители организаций и предприятий, студенты, волонтеры, а также неравнодушные граждане. Напомним, с сегодняшнего дня начался референдум о присоединении Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. В первый день голосования в Якутии открылись 8 избирательных участков в 3 городах. Участники митинга уверены, что сегодня как никогда важна поддержка соотечественников.
Насчет референдума поддерживаю не только я, поддерживает весь наш народ. Мы к этому шли 8 лет. Это событие для нас очень знаковое. Мы ждали этого события. Ну, это очень значимое должно быть событие сейчас, да, потому что это не только наша страна и наша республика, это в целом вообще все мировое сообщество должно понимать четко, что эти изменения нужны. Референдумом быть, народ должен выразить свое мнение, и мы, конечно же, должны им это право слова дать. По-любому мы их поддерживаем, и вот об этом эти все лозунги и есть. Своих не бросаем. Минвостокразвитие сообщило, какие пункты будет содержать законопроект о Северном завозе. Один из главных, по словам первого заместителя министра Гаджи Магомеда Гусейнова, это развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Мы предлагаем на уровне правительства утвердить перечень опорной такой инфраструктуры и обеспечить ее финансирование и содержание, рассказал Гусейнов. Кроме того, законопроект обеспечит ответственность федерального центра по реализации Северного завоза. Северный завоз на 50%, объем Северного завоза реализуется в республике Саха-Якутия. Вот. Дальше мы до конца следующей недели уже финишную редакцию закона направляем в федеральный орган исполнительной власти. Вот. Законопроект размещен уже на регулейшене. И, как и было поручение, 30 октября будет внесен в правительство. Республиканская больница номер 3 избавляется от очередей. С этого года в больнице реализуется проект «Новая модель медицинской организации» национального проекта здравоохранения. Сегодня в рамках программы клиника реализует два подпроекта: снижение ожидания у процедурного кабинета и снижение ожидания у кабинета врача-хирурга. Как отмечают сами врачи, с внедрением новой организации работы больницы очередей у специалистов значительно убавилось. Повысилась точность постановки диагноза. Кроме того, уменьшилось и эмоциональное давление не только на пациентов, но и на самих врачей. При этом реализация проекта не требует дополнительных финансовых вложений. Мы уже видим, что нам нужно развивать, упорядочивать работу Центра амбулаторной хирургии. Он уже у нас есть. Кроме того, мы уже со следующего года планируем перейти немножко на другой уровень. Это в части профилактики выгорания медицинских работников. С этой целью администрация больницы проводится ремонт. У нас на 4-м этаже будет выделена комната отдыха. Подошло к концу одно из самых главных бизнес-событий – форум предпринимателей. Он завершился пленарной сессией на пути к новым возможностям. В ходе сессии были подведены итоги по всем проведенным площадкам. Форум проходил не только в формате экспертных сессий, но и в виде разнообразных семинаров, мастер-классов и воркшопов. Были задеты все статусы ведения бизнеса, начиная с самозанятых, заканчивая обществами с ограниченной ответственностью. Организаторы пригласили на различных федеральных спикеров, которые поделились своим опытом ведения бизнеса. Напомним, что форум проходил в Якутске с 20 по 23 сентября в рамках празднования Дня предпринимательства в республике и Дня туризма. Сегодня подводим итоги нашего форума предпринимателей, который приурочен к Дню предпринимателей и к Дню туризма. Прошло очень много площадок. Сегодня мы подводим резолюцию всех площадок. На всех площадках были приглашены руководители министерств и ведомств, все бизнес-объединения. И очень хорошо, что сегодня мы, наверное, консолидированным мнением принимаем общие совместные решения по поддержке наших предпринимателей. Субъекты среднего и малого бизнеса объединились в рамках форума предпринимателей, чтобы вывести предпринимательство Якутии на рынки Дальнего Востока. С местными производителями пообщалась моя коллега Марферина Алексеева. Она узнала, что предприниматели предлагают рынку. Сегодня в Якутии насчитывается более 1000 различных товаропроизводителей. С каждым годом качество и актуальность товара растет. В рамках форума действует выставка-ярмарка, где предприниматели и самозанятые представляют свой товар. Многие товары отличаются уникальностью и отображают национальную особенность. Например, настольная игра по сбору ягод. Оформление подобрано в национальной тематике народа Саха. Настольная игра именно для семьи. Здесь могут играть 4 человека одновременно, и в ходе игры они передают друг другу, собирают, обратно кладут, и в конце выиграет игрок, у которого больше всех ягод. С детьми играть очень интересно, мы сами играем в семье тоже. В каждой семье у нас любят и готовить, и кушать оладьи, да? На
например, пошли на охоту, все равно оладьи с собой берут. Вот этим перехватом мы, вот, видите, да? Да. Должны поймать и поставить сюда. Вот. Ну, я вот приноровился, да, играл, много раз играл, поэтому. Также уже имеются результаты тренингов и семинаров форума. Предприниматели находят новых клиентов и поставщиков товара, узнают, как оформить заявки на грант, а также мнения и советы экспертов на тот или иной продукт. Изабелла Павлова уже много лет сама собирает ягоды в больших объемах. И вот решилась на создание своего продукта. 2 дня назад запустила свою линейку сиропов и соусов из дикоросов и уже нашла спрос ее товара. Позавчера как спикер я тоже выступала, и была презентация, но в тот момент я говорила только про то, что у нас в планах вывести на рынок продукцию из диких ягод. Это у нас 2 дня назад, оно было как только в планах, мы пока еще ничего не реализовывали. Мы вчера вывели на рынок, и сегодня я с данным бизнесменом, с которым мы позавчера встречались на бирже контактов, сегодня мы уже с ним встретились и заключили устный договор. Я думаю, что завтра у нас состоится передача товара. Форум объединяет целеустремленных и активных предпринимателей со всей республики, которые представляют свои успешные бизнес-проекты и делятся опытом с теми, кто делает свои первые шаги в сфере бизнеса. Форум продлится до 27 сентября в Доме культуры имени Гагарина. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск. В Якутске стартовал слет волонтеров «Живи трезво, делай добро». В мероприятии принимают участие ученики с 6 по 11 классы. Главной целью слета является формирование у обучающихся установок на ведение здорового образа жизни. Подготовку участники проходили у федеральных спикеров по ораторскому искусству и клинической психологии. Подробнее о слете нам расскажет Евгений Чернов, тренер по ораторскому мастерству, автор книги и курса «Оратор на миллиард» из города Москва. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы обучаете лидеров общего дела. Для чего вообще нужны эти уроки ораторского искусства? Вы знаете, действительно очень мощное движение здесь, в Якутии, общее дело. Такой передовой опыт. Мы, Москва, на вас равняемся, потому что это движение «Трезвые села Якутии», да, которое возглавляет Елена Колесникова, член Общественной палаты. Это, конечно, очень дорого стоит. И я считаю, что, знаете, как сказал философ и политический деятель Эдмунд Бёрк, для того, чтобы прогрессировало зло, достаточно того, чтобы добрые люди ничего не делали. И поэтому очень важно, чтобы люди, которые несут ценности, несут нравственные понятия, чтобы они умели говорить, умели отстаивать свою точку зрения, убеждать и говорить красиво. На слете в том числе затрагивается тема употребления запрещенных веществ. Скажите, а как программируют детей на употребление алкоголя и наркотиков? Все очень просто. Программирование происходит прежде всего от родителей, которые показывают своим примером, что можно якобы, да, по чуть-чуть, по праздникам. А также есть нативная реклама через фильмы, мультфильмы, соответственно, реклама. То есть ребенок видит примеры и потом пробует, либо его берут на слабо, свои же сверстники. Он пробует, и потом нет никакой гарантии, что человек не вовлечется в эту табачную, алкогольную или наркотическую зависимость. И поэтому программирование происходит каждую секунду. Мы лишь даем инструменты для того, чтобы ребенок смог отличить, где правда, где ложь, и у него был выбор между трезвой жизнью или пьяной. Но, тем не менее, бытует заблуждение, что в малых, небольших дозах алкоголь не вредит организму. Действительно ли это заблуждение или все-таки есть какая-то доля? Вы знаете, наше движение уже много лет существует, много десятилетий, и мы изучаем эти источники. Чем глубже я лично копаю в историю, тем трезвее народ. Нельзя сказать, что там все были трезвые, но чем глубже, тем трезвее. И на самом деле никакой, знаете, культурное, умеренное употребление алкоголя — это все на самом деле миф. Почему? Потому что все ученые, все медики, именитые ученые, да, все исследования говорят о том, что не существует минимальной дозы алкоголя, после которой не было бы развития риска сопутствующих заболеваний. К примеру, французский институт рака, они пытались выяснить, сколько же алкоголя можно выпить, чтобы не было риска развития рака. Не нашли эту дозу. И таких примеров очень много и среди наших соотечественников, ученых, физиологов, медицинских работников, академиков. Не существует этой безопасной дозы, поэтому это все иллюзия, просто оттягивание алкоголизма. То есть
человек по чуть-чуть употребляет, все равно его психика меняется, его мозговая активность и здоровье ухудшается. Можно ли говорить о том, неважно даже какую страну брать во внимание, что употребление алкоголя является национальной традицией? Или это все-таки опять-таки за уши притянутое какое-то оправдание своим вот этим действиям? Знаете, существует также такая корреляция, чем севернее народ, тем больше количество смертей там, на душу населения именно от количества выпитого алкоголя в год. И оказывается, что действительно очень большая опасность употребления алкоголя именно в нашей стране, тем более в Якутии. Да, здесь, конечно же, если мы говорим о южных странах, они просто дольше спиваются, но они спиваются также. То есть, ну, у меня знакомые и во Франции, и в Италии были, они понимают, что там уже французов как таковых-то уже и не осталось. Если мы возьмем даже провинцию Шампань, где изобрели шампанское, то там самое большое количество рожденных дефективных олигофренов, дебилов, детей, если взять всю Францию, то в провинции Шампань самое большое количество. Потому что все равно это влияет на человечество. Как может яд и наркотик не повлиять? Просто для южных народов это дольше, для северных быстрее. Вот и все. Что ж, Евгений, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и заглянули к нам в студию, ответили на вопросы. Спасибо. Благодарю. О слете волонтеров и не только нам рассказал Евгений Чернов, тренер по ораторскому мастерству, автор книги и курса «Оратор на миллиард» из города Москва. Ну а мы продолжаем. Из муниципального учреждения в частные стены. Здесь нет графика и только свободное посещение. Это, как считают ленские музыканты, самое необходимое для плодотворной работы над созданием музыки. Инициатором создания студии GK Production стал Евгений Комарицын, основатель и преподаватель студии «Еловый Саунд», которая работала на базе бизнес-инкубатора Ленского района. Сегодня Евгений с друзьями обучает всех желающих музыки и помогает в развитии современных музыкальных направлений. Хотелось бы выразить благодарность Протопоповой Надежде за то, что предоставил нам помещение, а также Макушеву Анатолию за поддержание идеи популяции музыкальной индустрии в городе Ленске. В нашей студии звукозаписи вы можете прийти, записать как свой трек, так и прийти со своей идеей, если вам необходимо это для какого-то торжества, либо для какого-то мероприятия, либо просто для себя. Вы можете прийти, свои пожелания нам сказать, и мы постараемся вам помочь в этом плане. Так что ждем вас всех у нас на студии звукозаписи. Будем рады вам помочь. В Москве состоялась презентация турмаршрута «Якутия повсюду». Проект охватил 13 локаций в 6 регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, а также Московская, Тверская, Ленинградская и Новгородская области. Пилотные экскурсии по памятным местам были проведены в Санкт-Петербурге и Москве, а также опробирован выездной тур в Тверскую область. По словам организаторов, задача проекта – информирование москвичей, якутян и гостей столицы о значимых событиях и местах, связанных с нашей республикой в Центральном регионе. В планах проектного описа запись аудиогида по разработанным маршрутам, внесение достопримечательностей на электронные карты. В продвижении и внедрении турмаршрута «Якутия повсюду» примут участие правительство Москвы, Московский дом национальностей, Министерство предпринимательства Якутии и туристические компании. Я считаю, что такой продукт в Москве будет востребован, потому что люди в Москве достаточно активные, занимают активную позицию. Многие ездят на экскурсии, на какие-то познавательные мероприятия и прочее. Я считаю, что это будет очень полезно. Безусловно, очень полезно было участие Московского дома национальностей. Если наш маршрут появится и также в Московском доме национальностей, это будет тоже интересно. Во всяком случае, это повысит его узнаваемость многократно. Мы не останавливаемся на создании новых памятных мест. Они действительно или возникают, или улучшаются. Яркий пример – это Верхоянская улица. В течение 2023 года там появится памятное место с каким-нибудь символом Верхоянска, как полюс холода. Во Владивостоке стартовал гастрономический фестиваль еды «От Арктики до Дальнего Востока». В столице дальневосточного региона в эти дни представят более 200 блюд национальных и региональных кухонь страны. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. Сегодня на центральной площади Владивостока можно попробовать уникальные кухни из разных уголков нашей страны. Якутии, Бурятии, Камчатки, Удмуртии и, конечно же, приморские деликатесы.
Главная цель фестиваля – продемонстрировать масштаб и этнокультурное многообразие России, а также заново открыть Владивосток, у которого есть шансы стать круглогодичной гастрономической площадкой знакомства с отечественными кулинарными традициями для жителей Дальнего Востока и туристов из Азии. Павильон «Вкус Якутии», вот, значит, меня тоже заинтересовал. Была в Якутии, ела строганину там, знакома с бытом Якутии, поэтому сейчас с удовольствием попробую продукцию Якутии. Вот стою как раз у этого киосочка. Считаю, что нужно давать вот замечательный старт, и такие мероприятия должны в дальнейшем только вот как можно чаще проводиться. Людей достаточно много, люди заинтересованы. Прошла, посмотрела, продукция востребована, люди с удовольствием пробуют, тем более время позволяющее. Да, вот сейчас пятница, конец рабочей недели, люди встречаются, присаживаются, общаются. Замечательно. Шеф-повара из Якутии тоже стремились удивить участников фестиваля, вкладывая свое умение и частичку якутского тепла в каждое блюдо. Вкусная и полезная еда из республики пользовалась популярностью и смогла удовлетворить даже самый изысканный вкус. Представляем сегодня «Вкус Якутии». Это наш национальный проект, который продвигает гастрономический туризм. Мы надеемся, что каждому жителю, каждому гостю во Владивостоке понравятся наши блюда. Сегодня мы угощаем строганиной, индигиркой, нашими сахачай. Также у нас представлены блюда наших местных товаропроизводителей. И мы приготовили особый подарок для наших гостей, которые приедут на «Вкус Якутии». Первый гастрономический фестиваль собрал большое количество жителей и гостей столицы Дальнего Востока. Желающих принять участие ожидало много вкусных открытий и сюрпризов. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Вы смотрели итоги дня. На этом наш выпуск завершен. В студии для вас работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.